Я дизайнер Джамал Махмудов. Всю свою жизнь я занимаюсь модой. Сколько себя помню, хотел с детства рисовать и шить. Поэтому я люблю заниматься модой, это для меня жизнь. Другого я ничего не вижу в своей жизни. В профессии я 15 лет, 8 из которых создаю собственный бренд. И мы находимся в центре Москвы, где у меня бутик. И скоро я вам покажу свое производство. Надеюсь, что вы оцените его. Это все я строил сам на протяжении 8 лет. Дорогие зрители и слушатели видеоблога Риет снова рада приветствовать вас на страницах нашего блога. Сразу сделаю оговорку, в этот раз передачу буду вести на русском языке. Итак, мы начинаем. Сегодня я хочу поближе познакомить вас с одним из талантливейших российских дизайнеров, в котором слились горячий курдско-грузинский темперамент и европейский взгляд на мир, безграничный творческий потенциал и любовь к собственному делу. Огромный успех нашего соотечественника Джамала Махмудова, молодого талантливого дизайнера на подиумах России, поистине радует нас. За его плечами сотрудничество с домом Валентина Юдашкина, стажировка в Милане, в Америке, участие в многочисленных конкурсах и, конечно же, собственной коллекции одежды. Джамал лауреат многочисленных конкурсов и стажировок как российских, так и международных, среди которых конкурс школы Сугину, Япония, конкурс «Русский силуэт», конкурс F5GS Masters и много других конкурсов. Махмудов Джамал создал свою собственную марку одежды МД. МД – это новая классика, современные каноны моды, доступные каждому. Главные принципы МД – это элегантность и чувство хорошего вкуса. Теперь я вас познакомлю с Джамалом, несколько слов из его автобиографии. Джамал Махмудов родился в Тбилиси 19 июня 1985 году. С малых лет рисовал и отшивал для кукол платья, учился в 37-й школе на улице Плеханова, известная улица в городе Тбилиси, в старом районе находится. В 1995 году в 5 классе вместе с семьей переехал в Москву. В 2002 году окончил школу и в том же году поступил в Текстильный государственный университет имени Косыгина, которую окончил в 2007 году. Махмудов Джамал стал одним из первых российских дизайнеров языческого происхождения. Вот несколько интересных высказываний и выдержек о творчестве Джамала Махмудова из публикаций российских СМИ. Баловин... Вы так все официально читаете? Такое ощущение, что меня как будто бы здесь нет. Давайте. Секундочку. Джамал, не перебивайте, я сейчас, секундочку. Баловин судьбы, молодой дизайнер Джамал Махмудов. Я сейчас буду читать, а вас пускай знают. Чье имя с арабского значит красота, совершенство, творит абсолютно европейский лук, лаконичность форм и гармония деталей и делится секретами профессии яркими моментами жизни. Его первая коллекция под собственным брендом МД ошеломила модников столичной тусовки своей нетривиальностью, графичностью кроя и красотой. Абсолютно европейский лук, лаконичность формы, гармония деталей. Его платья стали must-have в тот самый момент, когда появились на личной странице у Джамала. О нем заговорили и стали записываться в очередь на отшив. Коллекция была тепло принята гостями показа. Среди них были поклонники марки, партнеры, звезды шоу-бизнеса. Белла, я вас очень прошу, пожалуйста, не читайте. Вот такой вы не читайте это, потому что это неинтересно. Кому будет интересно, все зайдут и прочитают. Давайте пообщаемся с вами. Вы хотели у меня... Хорошо. Да, познакомимся. Здравствуйте. Я хочу вас сейчас представить, как вы поняли, дорогие зрители, Джамал уже вот не любит, когда о нем много говорят. Но я хотела сказать, чтобы люди знали, с кем мы общаемся сегодня. Он находится у нас в гостях. Джамал, еще раз здравствуйте, мы очень рады видеть вас сегодня у нас в гостях.
на сайте РИА-ТЗ, на YouTube-канале РИА-ТЗ. Начнем тогда, Джемал, чтобы не... Почти 25 лет, как вы переехали с семьей в Москву, и я представляю, как сложно было вам встраиваться в бешеный ритм мегаполиса. Расскажите, пожалуйста, как пришли к тому, что стали заниматься дизайном одежды, с чего начали свой путь? И говорят, Москва – это город возможностей, так ли это? И какие трудности в начале пути возникли у вас? Ну, для начала, здрасте еще раз. Ну, начнем с того, что я переехал в маленьком возрасте. Мне было лет 10, да, мне было 10 лет, когда я переехал. Естественно, что я не ощущал ничего такого психологически сложного, потому что рядом со мной была моя семья, которая меня поддерживала, мама, папа, брат, и поэтому я спокойно поступил, учился в школе, закончил школу. Что касается моды, это вообще тянуло меня с детства, и я, наверное, как себя помню, лет с 5-6 такого более не менее сознательного возраста, я всегда пытался что-то делать. У меня во дворе, это такой вот, кто знает, Тбилиси, старый такой район, где очень много, такая дворовая система, где много домов, и в советское время еще было, и вот 90-е, да, когда много портных, которые сидели, шили на заказ людям. Я любил играться с кусочками ткани у соседей, у меня и тетка рядом жила по соседству, и мне нравилось играться с кусочками ткани, и поэтому я как-то творчески ко всему к этому подходил и понимал, что мне нравится вот именно шить, и мне нравится одевать сначала кукол, а потом уже своих подруг, которые были у меня по соседству. Мы даже устраивали показы детские, приглашали родителей, они платили входные какие-то там, не знаю, копейки, мы устраивали шоу, включали музыку, и девочки у меня ходили, мне было лет 12 или 11, вот где-то вот такой период, и мы устраивали такие детские показы полностью на улице. Вот все кто знает улицы, дворы, и мы объединялись и делали. Поэтому это было как-то с детства, родители уже привыкли, сначала они как бы не воспринимали это серьезно, потому что мальчик кавказский играется с тканями, пытается одевать кукол, это все как-то несерьезно, надо идти юристом, экономистом. Но как-то мне повезло, у меня очень интеллигентные родители, и вот такие, которые смотрят и помогают. Поэтому как бы отец поддержал, отец всегда меня поддерживает во всех моих начинаниях. Это я могу сказать большое спасибо, потому что при таком отце у тебя есть возможность сделать в карьере, в творчестве большие какие-то успехи, потому что есть поддержка. Вот. Что касается мамы, мама, конечно, хотела, чтобы я все-таки был бы больше юристом, но потом уже со временем она к этому... Ну, ваш брат Саид, он юрист, кстати. Да, брат юрист у меня, но вот как бы, в общем, привыкли. Потом мы переехали в Москву, и в Москве как-то я понял, что я хочу быть, и продолжал, рисовал, ходил на кружки, познакомился с женщиной, которая закончила текстильный университет. Я хотела, я как помню, она оказала влияние на ваш окончательный выбор. Да, на меня повлияла очень эта женщина, Царствие Небесное. Она пришла к нам в школу, вела этику и эстетику. Такой предмет, который помогал школьникам воспринимать правила этикета, как вести себя, и на что-то у нас сошлось, и мы как-то, вот у нас вибрации сошлись, и мы как-то нашли общий язык, и оказывается, что она закончила текстильный, и она решила преподавать, потому что дочка ее учится здесь, и она решила помочь правильно воспитать подростка, и каким-то образом начала вести этот спецпредмет, который она сама оформила как программу. И вот с какого там, с 7 класса по 11 мы с ней в школе, она меня вела, и как-то мы с ней дружили и после школы, и много чего. Она стала очень близким мне человеком по духу. Да. Вот, она посоветовала мне в текстильном, поэтому как только я закончил школу, я сразу понял, куда нужно идти. Да. Вот вы рассказывали, Джемали, сейчас про свою семью. Я знаю, у вас прекрасная семья, у вас очень начитанный, эрудированный отец. Я знаю, ваша мама была прекрасным человеком. Мне ваш отец рассказывал о ней с большой теплотой и любовью. Вы меня простите, конечно, я, наверное, затронула очень болезненную тему. К великому сожалению, ваша мама очень рано ушла из жизни, светлая ей память. Мне в такой вопрос, она успела порадоваться вашим успехам, Джемал? Ну, она была на показах моих. Она была, да? Да, она была на моих показах.
Сколько лет, как Маме уже? нет 6 лет, Ага, а бренду уже 11 лет. Поэтому ага. мама как бы видела, с чего все начиналось, поэтому она участвовала, даже помогала. Был такой момент, когда я только начинал, и меня пригласили на какое-то мероприятие. Это было закрытие Московского кинофестиваля, и Да, «Русский силуэт» устраивал показы. И мне не было возможности. Тогда у меня не было ни директора, ни помощника, и мне нужно было, чтобы помочь девочек одевать за кулисами. Я взял тогда маму с собой. Мама тогда уже болела, ну, вот только она да, начинала болеть. да. Но она со мной пошла, помогла мне, и как бы, то есть у меня был выход, я там отшивал все это. Вот первые этапы моего бренда, как только начинал. И Татьяна Михалкова подошла к ней и сказала, ну, теплые слова про меня. И мама, конечно, это все помнила, и ей это как бы нравилось. Поэтому она, конечно, она даже в какой-то момент принимала участие, помогала мне вот Такое именно счастье. в организации. Я очень рада. Джемал, кроме своей основной деятельности, чем вы еще занимаетесь? Насколько я знаю, вы читаете лекции будущим дизайнерам, да? Ну, да, так как опыт у меня как бы приличный, ну, на мой взгляд, Да. приличный для того, там, что я всю жизнь этим занимаюсь, то я еще учился в аспирантуре, естественно, опыт преподавания у меня был. Поэтому я Ага. уже лет так 6 или 7 периодически читаю лекции в разных вузах, которые меня приглашают как приглашенного Да. лектора, для того, чтобы читать лекции, давать мастер-класс какой-то. Джемал, а насколько мне известно, вы писали диссертацию на тему кинематографический костюм. Вы защитились? У меня начался момент либо дальше продолжать учебу, защищаться, либо продолжать бизнес. Очень остро стал вопрос, что нужно было активно включаться в бизнес, поэтому я решил, что диссертация подождет до какого-то момента, когда у меня будет полегче. Когда ты начинаешь все с нуля, и ты один, у тебя нет поддержки, то Трудно очень очень. много ресурсов и сил надо тратить на это. И я поставил, как бы, ну, как бы выбрал именно с точки зрения развиваться бизнеса. Какую-то свою деятельность научную, разработки свои, они все у меня есть, и я их буду в дальнейшем чуть позже, конечно, продолжать. Конечно, вот вы отметили роль вашей семьи в вашем становлении творческом, но очень большая заслуга. В общем, вы сами всего достигли в жизни, это надо отметить, вы молодец. Без всякой помощи, без всякой поддержки. Я почему сказала, в этом огромном городе, Москва, знаете, это такая конкуренция, все, но вы молодец, вы достигли этих высот, и я очень рада за вас. И Ну, я, для кого-то это высоты, для кого-то нет. Высоты – это ну, вы понятие. на этом не остановитесь, на Понимаете, достигнутом, я да, уверена, вы... я считаю, что я ничего еще не сделал, и мне еще делать и делать, потому что для того, чтобы чего-то сделать, это результаты совсем другие должны быть. Дело в том, Но что все равно вы вообще, оставили, вы со своей нишу вообще запомнили. Вот Вообще это, мода, да, она говорите. такая вещь, что это в основном бизнес был. И для того, чтобы развивать свой бизнес, нужно, чтобы это была бы команда, которая Да, нацелена да, на да. определенные действия. Это всегда большие финансовые вливания в это во все. И не факт, что это всегда окупается. В нашей стране это, конечно, очень редко окупается, когда вкладывают большие деньги, потому что мы даже видели примеры. Да, это Кира Пластинина, в которую безумные миллионы, миллиарды было вложено, да, в Да, кавычках. Там, это Султан Французова. То есть были большие крупные компании, в которые вливались, но это ну, пропадало. Это да. очень тонкий бизнес, в нем очень сложно развиваться Очень и очень, сложно, да. очень сложно достигать успехов такого плана. А тут в основном это результаты. Какие у тебя продажи, как часто у тебя делаются обновления, сколько у тебя магазинов и в дальнейшем как бы вот это результаты. Это сделать сложно в связи с экономической ситуацией в стране, в общем и в мире, может быть, и сейчас тем более с пандемией это очень тяжело делать. Очень Да, я многие надеюсь. бренды закрылись, Да, 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 и да, на очень самом много деле, пострадало конечно, предприятий. очень Дим, много да. как бы Димон, а какой у вас задействовано. коллектив? Вы сейчас про коллектив сказали. Сколько человек у вас работает на вашем производстве? Очень Работало важно при нынешней конкуренции, когда команда работает как единый механизм. В общем, удается ли вам реализовать вот задуманное с ними? Хороший коллектив подобрали.
Работало 20. Сейчас, к сожалению, с пандемией пришлось сократить количество людей в связи с тем, что, ну, как бы есть определенные проблемы экономические, и часть людей просто побоялась выходить и уехала к себе на родину. Вот, поэтому есть с этим проблемы. Фотографии до этого это были девочки-модели, которые участвовали в показе в Ростове. Мы их привезли с Москвы. Это мои постоянные девочки, с которыми я уже несколько лет организовываю показы, и мы их Да. показываем, ну, как бы я показы делаю именно на своих девочек. Я, в принципе, очень конкретно, сложно мне выбрать модели, но если я их выбираю, эти девочки со мной надолго. А вот вы сейчас сказали про, про коронавирусную инфекцию, про COVID-19, как он повлиял на многие аспекты жизни граждан разных стран мира. Даже ведущие модные дома Европы и Штатов, миллионы работников остались без зарплаты, закрываются. Как пандемия коронавируса именно повлияла, по-вашему, вот, на индустрию моды? И я даже Если вы следили, у меня... впервые в истории даже большая часть показов на неделях в Нью-Йорке, Лондоне, Италии, там, Париже прошла без единого гостя в формате онлайн-трансляции. Чтобы выйти из кризиса с минимальными потерями, вот именно вы что предпринимаете, что вы делаете в данный момент? Если вы следили примерно за тем, что происходит у нас, я делал Да, даже да, пост ужас. небольшой. У нас должен был быть юбилейный показ десятилетия бренда, и мы готовились к нему. И в этот момент наступил В именно тот гостином дворе, да, по-моему? да, да, мы готовили А показ, отменили большой они. показ. Мы отменили показ в связи с тем, что, естественно, показы были запрещены. Как мы выкрутились? Мы в какой-то момент резко перестроились, и все производство приостановили отшив платьев и перешли на отшив масок. Это получилось абсолютно случайно, потому что мой хороший приятель, у которого есть несколько сетей аптек, столкнулся с тем, что не было масок, и он не мог купить эти маски. Он Ага. обратился ко мне с условием, что можешь ли мне отшить маски. Естественно, что так как у меня остановились проекты, заказчицы, которые сказали, ну мы подождите, мы пока не готовы, у нас нет денег, и очень много заказов зависло. Для того, чтобы оплачивать людям зарплату, которую нужно было, Да. естественно, что я согласился, и мы с моим коллективом, который согласился переехать на производство, потому что часть людей переехала на производство. Нет, это члены жюри конкурса «Подиум», и ректор мой стоит, кстати, там. То мы, получается, мы переехали и жили 1,5 месяца, в принципе, на производстве, отшивали маски. И есть Только даже маски, экипировки вот эти медицинских только маски. работников. Только маски, потому что количество масок, которое было заказано, мы не успевали, не могли ничего другого отшить. У нас осталось там всего 4 швеи, и я, и закройщик. То есть это вот 6 человек, Но которые это не столкнулись очень с тем. прибыльное, да, дело? Нет, это получилось только на то, чтобы выдать людям зарплату. Да, то есть мы не Ну, заработали на понятно, нем да. денег, но зато мы вышли в ноль и продержались вот Да, ну, хоть до как-то открытия добавил. магазина. Конечно, Да. ситуация очень нестабильная во всем мире. Как вы думаете, сколько времени продлится вот такая ситуация, и когда вы последний раз демонстрировали свою коллекцию? Это был год назад, в марте. Нет, пардон, это был 2019 год, да. Последний раз. А как вы думаете, сколько продлится вот такая ситуация, вот по вашему мнению? Я пока не могу ничего сказать. Я просто понимаю, что нужно менять полностью подход ко всему, и пока нащупываю ситуацию, как менять, потому что просто обычные показы, они как бы могут быть не такими эффективными. У нас была идея сделать видеопоказ, так как вы Да, озвучили, да, да. без одного человека, там даже снять очень креативные какие-то по креативным сценариям, но мы решили, что это будет не настолько эффективно, и это уже начали делать все. И мы просто решили остановиться и сделаем показ тогда, когда придет время. Поэтому сейчас это не первично для нас. Для нас первично сохранить обороты бизнеса, хотя бы, который уже очень серьезно Очень сложно, пострадал. да. Да, не потерять штат и сохранить штат для того, чтобы развиваться и выйти в послекризисную ситуацию с нормальным состоянием.
Ты молодчина, правда, я очень сложно сейчас. Некоторый период своей жизни, Джамал, вы жили, работали в Италии, в Америке. Расскажите об этом В Италии периоде. я стажировался, я там не жил, я стажировался А ненадолго в совсем. Америке? В Америке Какой я жил дизайнерский опыт вы 25 дней. получили? Там мне так интересно. Смотрите, это совсем разные периоды моей жизни. Да, В Америку я приехал сознательно, это было 3 года назад, когда была программа Summit. Это такая программа Summit, которая организована американским торговой палатой американской. да. И она выбирала дизайнеров, у них была программа дизайн, она выбирала дизайнеров по постсоветской республике, с России, с Грузии, с Украины, с Армении, с Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Украины. Да. Выбирали там Постсоветское пространство. по одному-двух дизайнеров. Ага. С России получалось 4, так как она большая страна. И 4 представителя поехали. И получается, что я прошел этот как бы конкурс, мы подали заявку, и они полностью взяли меня под стипендию, оплатили дорогу, платили стипендию за обучение. Я прошел определенный курс того, как устроена легкая промышленность в Америке, как у них проходят продажи, как у них проходят презентации, как проходят выставки, как вообще рынок устроен и что они могут сделать. Они заинтересованы в том, чтобы можно было бы выходить на их рынок, потому что они хотят отказываться от Китая, хотят работать Да. именно с нашими дизайнерами, с нашими производствами. И это было многочисленные встречи за круглым столом, где были разные представители, потому что обучение проходило в 4 городах. Это Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лас-Вегас. В Да. Лас-Вегасе была выставка, которая по масштабу, ну, не знаю, такую я давно никогда не видел. Она большая выставка, куда съезжаются со всех стран мира. Это конкурс. Вот вы фотографии показываете, конечно, не совсем в тему, когда я рассказываю про конкурс, про выставку. А это что за фотография? Это откуда? Это фотография с конкурса, который недавно проходил, Fashion Style, вот, в Туле. И я был членом жюри, и мы выбирали участника для М, русского силуэта, да, представителя Тулы. Я к тому, что возвращаемся к выставке. Это выставка, где все представлены, кроме России и постсоветской республики. Поэтому да. нам показали, сказали, если вам интересно, то эта выставка рабочая. И реально мы видели, как делают заказы, как приходят байеры, у которых магазины, и делают конкретно у разных брендов заказы. А у вас не Поэтому было желания остаться там, продолжить у свою меня деятельность? постоянно такое желание уехать в Америку и жить там. Мне очень понравилось в Штатах, но я понимаю, что на сегодняшний день мне даже очень хотелось поехать сейчас на новогодние праздники, но виза у меня закончилась. И проблема в том, что визу можно сделать не раньше конца весны, начала лета. Да, Вот. сейчас все дороги Поэтому, закрыты. да, Дима, поэтому. так, Но мне там очень... история тоже такая, что нужно понимать, что хорошо, что ты приехал, но нужно иметь контакты, связи и великолепный английский. Ну, вы знаете, говорите на английском. Вы Я владеете? говорю, но не великолепно. Я говорю очень слабо, я все хорошо понимаю, я говорю, но это не Да. тот Ну, рабочий вам надо язык. найти время и ускоренному обучению Ну, это английского. вопрос времени, конечно, это вопрос Да, я времени знаю, вы и очень заняты. вхождения в среду. Когда ты в Да, среде, ты его да, учишь да, надо английскому. общаться с англоязычными. Джемал Георгиевич, ну, человек всегда притягивала красота, это всем известно, издавна женщины вдохновляли мужчин своей красотой. Ваш идеал женщины какой? Вот какие вам нравятся девушки, женщины? А, Тем Вы более, хотите, чтобы я назвал бы героиню, которая мне нравится, или что? да, ну вот какой типаж вам нравится девушек, женщин? Вот, Нет, я считаю, что не совсем уместно говорить, какой типаж женщин нравится, вот потому именно, что знаете это почему? Вот вы же, они же вдохновляют, да, вот вы же одеваете на женщин ваши костюмы, да? Вот вы же не на каждую оденете. Вот какой типаж вам нравится? Вы сами выбираете своих моделей. Белла, можно мне сказать? Самая Пожалуйста. большая ошибка людей, которые думают, что дизайнеры вдохновляются каким-то типажом. Это колоссальная ошибка. Люди, которые работают в моде, это как вы работаете, как сказать, ну вот представьте, что вы печатаете текст как журналист. Чем вы вдохновляете, что печатаете текст? Темой? Да.
Вот так же и Тема меня вдохновляются должна дизайнеры. заинтересовать, да. Если мне Да. не интересна тема, я Также не буду. дизайнеры, они вдохновляются не женщинами, а темой, которая им кажется интересна и творческая. Они раскрывают эту тему в образе женщины. А что касается типажа моделей на показ, он у меня, Да, конечно, есть, но я не хотел бы его озвучивать, потому что я считаю это некорректно. Я считаю, что все женщины красивые, и любую женщину можно подать, понимаете? Нельзя да, сказать, вообще. вот блондинка либо брюнетка. Ко мне попадают разные женщины, ей разных Ну, размеров, разных понятно. возрастов. И я, естественно, стараюсь максимально красоту вытаскивать то, что есть. Самое Да. главное для меня, чтобы это была бы женственность. Я люблю Вот делать видите, а там уже женщине, да, женщина, это не уже да. такая андрогенная красота, когда женщина пытается быть сильной мужчиной, либо там непонятно кто. Нет, когда ко мне приходят такого плана люди, я стараюсь все равно подать женственность. А для того, чтобы сделать женщину женщиной, это простые правила. И дизайнеры-профессионалы, они знают, как это можно сделать и как можно украсить, где скрыть недостатки, где показать достоинство для того, чтобы это было бы красиво. Поэтому Понятно. какой типаж женщины? Нет, я вдохновляюсь темой. Поступки женщин, они вдохновляют. Действия женщин вдохновляют. Ну вот А уже вы типаж сказали, женщин нет. Типаж женщин женственный нет. поступок, ну, развязанности, не любите развязанных. Я поняла. Вот вы по роду своей деятельности, вы находитесь в тесном взаимодействии с девушками, они работают с вами. Как вы с ними, как вам с ними работается? Ведь слушаются они вас. Вы строгий Ну, смотрите, директор. это из серии вы спрашиваете гинеколога, который занимается и говорит: Нет, нет. ну вот Вы же скажи, работаете с пожалуйста, девушками. какая Они женщина и какая клиентка тебе нравится? девушки работают. Ну вот, Что? у Я не вас же на слышу. производстве коллективе больше девушек, чем ребят, правильно? Ну да, да. Да, ну как вам с ними работается? Нормально, они слушаются вас? Я это имела, вы строгий Но начальник. здесь уже, получается, приходится быть психологом, поэтому я, как бы понимаю, с кем как работать, как кому Ну подходить. вот, Смотрите, история того, что мужчина боится подойти к женщине, это, наверное, остаток того прошлого времени, которое было в 20-м, начале 20 века. Сейчас люди нет, совсем я это другие. вообще, на эту И тему вообще не у говорю. меня подход к этому, само собой, что я работаю с женщинами, я делаю для женщин. У меня нет Вот, каких-то особенных подходов, просто я к этому отношусь, как сказать, это рабочий момент. да, Да, я это имею в виду. ты видишь красивую девушку, да, ты понимаешь, что она красивая, но ты к ней подходишь по рабочим вопросам, и ты с ней решаешь рабочие Да, вопросы. И у я меня это имею в отношения с моделями, либо с клиентками, которые приходят зачастую красивее, чем модели, намного. А, они вдохновляют, когда ты делаешь индивидуальный заказ под них, когда ты понимаешь, что вот она пришла и сказала, мне нужен такой-то наряд по такой-то. Ты с ней общаешься, беседуешь, ты улавливаешь ее какие-то вибрации, ты понимаешь ее тело, ты уже чувствуешь это, и ты, естественно, делаешь. Когда приходит клиентка, я вдохновляюсь клиентом. Когда нет клиентов, и я делаю регулярную коллекцию в сезон, и там осень-зима, весна-лето, я Да. вдохновляюсь темой. А в основном на какую аудиторию рассчитаны ваши вещи? Опишите, пожалуйста, которые 24-35. люди, Я которые носят вашу одежду, а, какие они? давно проводил исследования, и, естественно, моя клиентура, она на самом деле разная. Вот буквально 2 дня назад ко мне пришла женщина, которой 54 года, но она не подписана, ну, это даже не первая женщина, их очень много, которые приходят. Есть за 60, есть за 70. Есть люди, которые как бы 18-летние, 16-летние. То есть у меня круг клиентов большой, но основная аудитория, на которую я рассчитываю, это 25-35. Это женщины, которые уже осознали свою женственность и понимают, что они хотят нести. Ну, понятно. А вы обычно, ну, вот какими тканями предпочитаете работать? И где можно купить наряды марки МД? И какие из них лучше всего Но продаются? Еще, если кто-то извините хочет. меня, Джамал, я знаю, что вы создаете дизайнерские аксессуары, не так ли? Вот это сумки, клатчи, перчатки, пояса, если я не ошибаюсь, да? Я видела Да. на вашем... Да, вот какие ткани вы любите, какими тканями любите работать, с какой легче работается? Смотрите, у меня определенное направление. Это показываю на фрагменты того, как мы
отшивали коллекцию, я снял мини-фильм. Процесс, так, вот, Да, это сам процесс того, когда мы делали, потому что была тема очень интересная. Мы разрезали ткань, полностью разрезали, и так делали интересно. пэтчворк. Мы создавали новую ткань с Да, новым рисунком, и из этого дальше краили. Здесь как раз вот коллекция 2-летней или 3-летней давности, я уже не помню. Просто прелесть. Этот процесс так мне интересно смотреть. Это у вас на производстве? Да, это на нашем производстве. Мгм. Вот. Расскажите, пожалуйста, это совсем другая ткань получилась. Ну, кроится все вручную, если вы видите. Здесь Да-да. подбирать половинки приходилось вручную, закалывать. Это очень трудоемкая коллекция. Она, конечно, была очень успешной, потому что мы с точки зрения маркетинга сняли фильм, как это все показывает, как это все делается. Потому что Да, некоторые думают, что это делает Китай и что это просто печать какая-то. Нет, это фактически такая полукутюрная работа, потому что очень много ручной работы. кропотливая очень работа. Да, очень кропотливая, сложная, и хотелось поработать с этой темой для того, чтобы показать какую-то Какая изюминку. прелесть. Я бы целый день бы смотрела бы на это. Джемал, а вы сами занимаетесь маркетингом? Какая прелесть. Да. Молодчина. Джемал, как вам российская мода вообще? Какая она? Как изменились модные предпочтения жителей России последние годы, по-вашему? Я отвечу сейчас вопрос по поводу ткани для начала. Вы Я не только закончили. начинал. Да, Мы отвлеклись на вот эту тему, на вашу... да. Я сейчас на 2 вопроса сразу. Да, я Я сейчас слушаю на вас. 2 вопроса сразу отвечу, если дадите. Да. Значит, смотрите, я изначально, когда строил свой бренд, я его просчитывал. Так как у меня был большой опыт работы у других брендов, это разные компании, с которыми я сотрудничал, я сознательно выбирал направление узкое, но оно было направление. Это платье-футляр, это платье графические. Естественно, для этого мне нужна была ткань, которая утягивает, которая делает трикотажная ткань, которая придает определенную форму. И я поставил большой акцент на то, что я буду работать с плотным джерси. Джерси – это такой трикотажный материал. Жорсе мы говорили раньше. Как вы говорите? Джерси. Ну, правильно, жорсе, а мы говорили жорсе. Вот, Передача да, была... это такая плотная ткань, которая я с ней познакомился, когда работал для бренда, который делал для плюс сайз. Эту ткань, с которой я начинал, его делали как корсажную часть на живот, на брюки, на юбки для полненьких женщин, для того, чтобы подтягивать живот. Это такая прям очень плотная ткань, и я с ней начал работать. Я начал делать коллекцию только из нее, и была концепция строить, лепить женскую фигуру и утягивать ее, показывать какую-то фишку в крое, графичность. Поэтому я изначально до сих пор ставлю акцент на эту часть. Но у меня, конечно, за 10 лет поменялись моменты. Я внедрял разные ткани. Креп, вискозу, шелк, шерсть. Работал чуть-чуть с мехом. Спортивные сейчас у меня линейка появилась. Поэтому я начал расширяться в разные линейки одежды получилось у меня направление. Но основное это как бы трикотажная часть, которая ориентирована на утягиванность, на графичность, на такие платья-футляр для того, чтобы создать образ первой леди, когда женщина приходит, она вся красиво подчеркнута, ее все достоинства, но при этом нет вульгарщины. Вот это когда мини-юбки. У меня все юбки всегда либо середина колена, либо закрывают колено. Да, я То есть обратила внимание. пытаюсь создать именно классический образ женщины, потому что я считаю, что женщина должна быть сдержанная. Это мой личный вкус дизайнерский, да, но, конечно, должна быть разная, но вот с точки зрения женственности я воспринимаю ее так. Что касается маркетинга, это тоже одна из стратегий маркетинга, потому что я продвигаю эту линию, и нет у меня в ней на сегодняшний день в России конкурентов, которые работали бы в этом же стиле, в таком же духе и столько лет продвигая одну и ту же тему. Я хочу и хотел, чтобы мои вещи узнаваемы были бы среди там других десятков дизайнеров, сразу было бы понятно, что это МД. Да. И я думаю, что я к этому почти пришел. Очень многие люди, которые в моде, они понимают, что это мой почерк, который я сознательно продвигаю. То есть я не делаю моду, я работаю со стилем и продвигаю тот стиль, который мне нравится, который я чувствую и, как мне кажется, вне времени.
потому что он несет философию женственности и образа первой леди, когда ты создаешь, когда любая женщина может стать первой, потому Первый что лет. она одета как первая леди. Понимаете? Вот какая концепция. А вот про российскую моду, как сейчас они, какой? Российская мода, она разнообразная. Да, Как таковой моды ее назвать сложно, потому что это пул дизайнеров, которые интересные вещи что-то делают, но они все ориентируются под своих клиентов. ага. Как таковая мода вообще, в принципе, мне кажется, после пандемии кардинально изменится, и еще долго не будет таких явных трендов, потому что год весь он у нас ушел, почти, да, сезонно, и Страшный год, страшный. все, что было показано, но было не, ну, как бы не дошло до аудитории настолько, и Да, поэтому да, к очень сожалению. многие бренды разорились, если вы понимаете, про что я. Даже СК, Да, так да, я да. понимаю, разорилась, назвав себя банкротом. Versace продал себя. То есть очень Да. много компаний крупных таких прям, да, они понимают, что они теряют очень много, и поэтому мода будет меняться. Мода будет проходить в какое-то русло, ну, кардинально другое, мы пока смотрим. Это такой период, с одной стороны, хороший, кто раньше что успеет, тот будет первым. По-моему, И скоро все перейдут до спортивной формы. они уже А очень того, многие от перешли. этой образа Да. жизни сидеть дома, по-моему, уже на каблуках и все такое, эти вечерние платья уже, Но по-моему, я думаю и ну, надеюсь, что когда-нибудь это все закончится, и люди опять соскучатся я на тоже станут. надеюсь. А одежда какого грузинского дизайнера вам нравится, Джемал? Вы же я Ну, грузинских интересно. дизайнеров много, но мне очень нравится Бессарион, Ага, как дизайнер, потому что есть интересные моменты. Мне нравится Арутюнов, хотя он российский дизайнер, но с грузинскими тоже корнями. да, да, Ну, да. как бы есть пул дизайнеров грузинских, очень интересных. Просто сейчас всех перечислять это будет. Одного обижу, второго нет, ну как-то. Я Грузинский дизайн поняла вас. креативный, но они все очень одинаковые. Очень одинаковые. Один. Они все делают в одном стиле, и Да. сложно Нет отличимы своего друг от друга. почерка. Да, да. Это Джемал, вот, единственное, я назвал тех, у кого есть свой почерк, да, который Пессо мне читается. тоже нравится. А Автандил? Автандил известный, но мне не близок по духу. Я видел его вещи, они не совсем мне по духу близки. Он, конечно, профессионал в своем русле, то, что он делает. Да, понятно. Спасибо за ответ. Я вот наблюдаю вашу страничку в Фейсбуке, очень много раз в интернете читала. Вы вхожи в мир российского шоу-бизнеса. Вы шили свадебный наряд внуку Аллы Пугачевой, Никите Плестяковой и его супруге Алене Красновой. На них были очень красивые свадебные наряды. Сколько времени вы потратили на свадебное платье Алены Ну, Красновой? смотрите, это не совсем верная У него информация. был длинным шлейфом. Белла, Как Белла, получилось, стойте, что они Белла, сделали выбор за подождите, вас? Да, Белла. Это не совсем верная информация. а я читала в этом в интернете, что Я вы делал шили. костюм только для Никиты. Платье для его супруги я не делал. Я делал второе платье на одно мероприятие. Но это Да, второе свадебное платье- это платье. ваше платье. Нет, это платье было на выступление. Я делал на выступление, когда они после вечеринки уже Да, веселились. А вот это да. свадебное платье, которое показано было, это было Да. заказано в Арабских Эмиратах за чуть не, ну, за 1 000 000 рублей, что-то там нереальная Вы цена знаете, какая-то. я могу дать вам ссылку, там было сказано, что свадебный наряд Алены шил, ну, это Нет, хорошо, пускай нет, так. там шили арабские дизайнеры, я шил только костюм, и мой первый костюм, который я сделал мужской, Очень красивый это был костюм. именно для Никиты. Поэтому как бы больше пока мужских вещей я делал под заказ для Никиты. Вы дружите с Никитой, да, наверное? Ну, Вот. ну, нельзя сказать дружишь, как бы мы знакомы в хороших, нормальных, таких уважительных отношениях. А какие известные представители еще российского шоу-бизнеса или известных людей России пользуются вашими услугами, Джамал? Я Ну, вот в видела, Инстаграме у нас очень много есть наши клиенты на нашем Инстаграме МДРУ. Указаны все звезды, которых мы одеваем, вот с Маруф которыми тоже мы сейчас попрошу постоянно. Маруфа показать фотографии, да. Извините, я вас перебила. Да, да, и я видела у вас
со многими звездами ваши Я фотографии. вам скажу такую вещь, что все звезды, они очень специфические. Во-первых, они очень занятые люди, и мало с кем можно дружить со звездами, потому что это понятие очень относительное. Можно сказать, что со всеми уважительные приятельские отношения. Ага, понятно. Я недавно была на вашей страничке в Фейсбуке, я увидела несколько новых моделей ваших замечательных платьев, которые демонстрировала Алена Водонаева. У меня просто нет слов. Бесподобные Да. платья. Это Алена ваши это последние исключение. работы, да? Алена исключение исправил. Можно сказать, что мы с ней дружим. Красавица, актриса, А, модель, телеведущая. Я без ума от Да, нее. да, Алена, конечно, богиня. Да. Да, я решил как бы сделать коллекцию уже Марк, давно и покажите. предложил нескольким своим Вот она. звездным, Вот это ваши звездным работы. знакомым, да, звездным знакомым быть лицом коллекции. С Ага. кем-то получилось, с кем-то нет. В общем, как-то это все перенеслось, что в итоге я решил остановиться только на Алене. Я предложил Алене, и Алена согласилась. И мы очень быстро и легко нашли общий язык и сделали вот Да. такую коллекцию. Она сама тоже владелица, да, магазинов одежды, собственного бренда, да, Не, по. она закрыла свою Она сеть закрылась. одежды. У нее только Тимур, остался салон красоты. скажите, пожалуйста, вот насколько трудно создать свой бренд и подняться вот на подиум мира, вот при нынешней, при какой-то такой конкуренции, сложно было вам создать свой бренд? Ну, смотрите, было, когда я создавал в 2009 году, российские дизайнеры, они были все очень дорогие. Они стоили Да, безумных денег, я об этом говорил. у вас Когда ты доступная была. приходишь, и цена у российского дизайнера столько же, сколько Dolce Gabbana, Versace, Armani, клиент подумает, стоит покупать или нет. Я пошел обратным путем, я пошел от ценника. Моя задача была, чтобы ценник был бы очень низким, чтобы это было бы доступно для обычного покупателя. То есть ты приходишь в магазин, где висят турецкие вещи, Да, Zara, там, Китай, и плюс-минус в таком сегменте был бы российский дизайнер. И я сознательно на это пошел, это был очень маленькая прибыль, очень маленькая, то есть там с платья 50 рублей. И я продавал по низким ценам для клиента с условием, что они делают заказ. И это была моя стратегия бизнеса для того, чтобы попасть в магазины по все торговые центры. И 2010, 2012, 2013 у меня во всех московских торговых центрах были магазины, где я был представлен. Потому что ага, люди покупали, они хотели изюминку. Эти турецкие бренды, которые они покупали в Турции, в Стамбуле, либо делали заказы, через каждый магазин стояли одни и те же платья. А я был начинающим, это было мало, но при этом это была с изюминкой и по низким ценам. Поэтому я вышел как бы в плюс в том, что у меня были как бы низкие цены. Но через какое-то время начала появляться конкуренция. Начались вложения каких-то в моих конкурентов, которые начали развивать именно массовое производство недорогой дизайнерской одежды. И каждый развивался в разном направлении, кто-то копировал кого-то, потому что не было образования. Вообще, да. хочу сказать, что все бренды, которые вот в России успешные по продажам, 90% из них не дизайнеры, а люди, которые именно бизнесмены. И Ага. стоят во главе не дизайнеры. То есть это такой бизнес, понимаете? Настоящий дизайнер, очень сложно стать бизнесменом, Да, да, я и знаю, дизайнером, понимаю. потому что это такая как бы сложная конструкция, когда тебе нужно создавать что-то новое и при этом правильно подавать. Да, Поэтому поставить с на точки зрения производство. такого дизайнера, который и продажник, и дизайнер, я не могу сказать, кто у нас есть. И те продажники, которые есть, это в основном продажники, не дизайнеры. Либо есть дизайнеры, которые очень крутые, но они плохо продаются, потому что они не могут быть вот именно вот в этой среде, найти эту золотую середину. Поэтому как-то так в России устроено. И когда тебя вкладывают Да, большие деньги, а ты не дизайнер, у тебя пропадает изюминка, ты делаешь масс-маркет, как это делают все, и у тебя теряется лицо. Там пошли бренды, когда там Пупкин не отличается от Васи, у них одинаковые платья-цветочек, длинный в пол, и стоит примерно плюс-минус одинаково. И ты как клиент думаешь, а нафига мне очередное платье от Пупкина, когда я там стоит столько же, так там у Иванова, и что лучше? Поэтому здесь
и начинаются вот эти крахи бизнесов, потому что они гонятся за массовостью, за ценником, Да, при этом да. теряя изюминку. Джемал, вот я смотрю, у вас очень сложная работа. А такое случалось, вот чтобы вы подумали, вот все надоело, устал, нет, больше всего хочу все бросить. Каждый Бывало день. так? Потом, Каждый день. ага. Я, знаете, я тоже по себе это знаю. Но все равно, вы так любите свое дело, наверное, никогда ее не бросите. Но дизайнерами рождаются, им и сложно стать. Да, правильно. Джемал, вот можно с уверенностью сказать, что вы нашли свою нишу в этой жизни. Вот что бы вы посоветовали начинающим дизайнерам? Как найти свое место вот им в жизни? Вот что бы вы сказали? Вот именно, наверное, трудолюбие, да, вот не лениться, вот в первую очередь, еще как талант, наверное, да, вот как вы думаете, что бы вы им посоветовали? Вообще, Молодцы. я часто вот этот вопрос задают, особенно на лекциях, когда много дизайнеров Да, собираются. Ну, сейчас вот поставили показ, очень старый, кстати. У меня очень много последних показов. Этому показу уже 4 или 5 лет, а у меня да. последние показы, они более креативные, Ну вот интересные. что я дошла, вот, чтобы вы В имели Ютубе есть, представление. вы можете набрать в Ютубе, и там есть показы все мои. Да, это именно хронометраж нас устраивал, потому где-то это тоже имеет значение. Там у вас Понятно. 15-12-минутные Да, там показы по начинки, 15-20 минут. да, вот это Ну, смотрите, коротенькие. советы для дизайнеров я сказал бы так. 100 Вот раз дождя мало. подумать перед тем, как начинать заниматься. 100 раз Дождя мало. подумать перед тем, как начинать заниматься, потому что а, наша, как сказать, стезя очень такая сложная. Нужно Да, полностью посвятить себя карьере для того, чтобы в да, ней чего-то добиться. Вот. Поэтому история успешного бренда, ну, они в основном за счет двух факторов. Это трудолюбие и так, колоссальное везение. да. Фортуна, Да. трудолюбие, талант и Сложно. везение. Но как бы везение приходит, когда ты много работаешь. Тоже такой нюанс. Когда ты очень много работаешь, везение к тебе приходит. Я согласна с вами. Джемал, вот вас не тянет на родину малую, не скучаете по Тбилиси, вы не ностальгируете по родным местам, где прошли годы вашего детства? Вот. Ну, Бывает я так? люблю Тбилиси, я бывал до пандемии там каждый год. А сейчас, к сожалению, нельзя попасть, хотя я очень хотел поехать. Ну, тянет, да, иногда вас сюда, на родину? Да, очень тянет. Вот я что, почему, знаете, вот Грузия поистине вот благодатная земля. Она подарила миру много талантливых людей, деятельностей, в том числе среди нашего народа. Российская оперная певица, наверное, вы слышали, Светлана Касьян, российский артист балета Владимир Аджамов, народный артист циркового искусства Азиз Аскарян, потом кандидат, то есть депутат Государственной Думы 5 созывов Зелимхан Муцоев, они с братом Амирханом Муцоев, тоже известные меценаты. Вы слышали про ныне покойный Керим Раш, известный военный историк, писатель, публицист, автор сотен Мы не статей. только слышали, мы даже были знакомы. Правда, какой он был Да, и талантливый. К сожалению, он скончался. я помню, что как бы какие советы он мне давал, когда Ну, я а как вы приехал. познакомились, если не секрет, э, А, Джемал? я когда приезжал в Грузию, это было Да, еще лет 7, наверное, или 6 назад. Я не да. помню, когда, в каком году. Наверное, да, где-то 7 или 8 назад. Да, когда я только начинал. Дело в том, что, ну, как бы, меня захотели взять интервью местные курдское общество, и я Да, познакомился с девочками. И так. даже была идея создать что-то творческое для курдского коллектива танцев, потому что мы обсуждали все идеи, мне показывали Кстати, я хочу фотографии, сказать, на костюмы, да. национальном И мы тогда познакомились, и мне рассказывалось, как вообще все выстраивалось, как переехали наши предки, откуда переехали. И он владел какой-то информацией по поводу моего рода, и он мне там пару интересных историй рассказал, как там моя бабушка
переехала с его бабушкой или с... Вот как-то вот это все рассказывал, как они жили вместе, как он помнит ее, вот, откуда, с какой деревни они переехали. Вот это было очень Вы интересно. Масаки, да, вот вы Да, пару племя да, Масаки, да. А он сам тоже он сам из семейства пиров, это пире курдского, это Камалия, пире Камалия, по-моему. Он исповедует езидизм, значит, его семья относится к семье Камалии, да, вот я так знаю. Хайфови, он очень талантливым человеком, и вот его труды даже, вот представляете, в Пентагон перепечатывал, даже в НАТО считались его трудами. Вот какие, вот я хочу, знаете, вот я так рада, что Грузия дала таких прекрасных, успешных ученых, писателей, врачей, спортсменов. К сожалению, многие из них разъехались, многие творят, живут, творят в России. Вот я хочу, чтобы эти достойных людей, имена этих достойных людей знал бы наш народ. А вы скромничаете, вы не любите, когда про вас говорят. Я это заметила. Я горжусь вами, Джемал. Я хочу, чтобы все знали бы, кто такой Джемал Махмудов. Тима, ладно, сейчас... Эмоции вредят профессионализму. Я понимаю. Я когда радуюсь, я не могу скрыть свои эмоции. Тимал, через 25 дней, сегодня 5, да, через 25 дней мы вступаем в новый 21 год. Новый 20, значит, по восточному календарю это год белого металлического быка. В этот год крысы был очень тяжелым, трудным. Астрологи говорят, что, значит, чтобы получить расположение белого металлического быка в 21 году, необходимо встречать Новый год в одежде его любимых цветов. Какие у него любимые цвета? Вы помните, знаете? Я на самом деле отношусь к этой истории, как одеваться на Новый год, что кушать на Новый год, очень легко, потому что это все сделано для того, что это маркетинг, понимаете. Вот сейчас надо продать красный цвет, поэтому модно красные платья. Я к этому отношусь. Не, красное платье нельзя встречать в этом году. Я пример привожу, как бы, если, допустим, нужно продать какую-то вещь, его приписывают какому-то гороскопу или какому-то событию. Поэтому я на это смотрю как с точки зрения маркетинга. У меня какой-то там концепции, задачи продавать на Новый год какие-то платья или какой-то цвет нету, потому что я считаю, что важно, что тебе идет. И вне сезона. Вот даже если сейчас все носят поголовно черный или красный, а тебе идет белый, ты должен носить белый цвет, потому что нужно подбирать цвет по своему внутреннему состоянию и по вибрациям своего внешнего вида. Вот так. Например, я люблю белый, черный цвет. Это мои цвета. Я не знаю, как хоть год белого быка, хоть крысы. Еще я могу сказать, что есть такая концепция, что есть психология цвета. Когда человек склонен к какому-то конкретному цвету, это очень о многом говорит. Например, вот в моем случае о чем говорит? Вот черный цвет. Черно-белая гамма, она говорит о том, что человек боится быть непонятым, человек, который всегда пытается быть на определенном каком-то планке, он для себя планку выбрал и боится с этой планки чуть-чуть опуститься. И он всегда выбирает универсальную историю, принятую черно-белую историю. Но я вам скажу, что черно-белая история, она не хороша постоянно, потому что вибрация черного цвета, она на самом деле угнетает, и белый угнетает. В двух народах, допустим, в Индии и вообще принято, что белый цвет похоронный и черный похоронный. И когда люди берут черное и белое, они закрывают себя от всего мира, тем самым уходя внутрь себя. Я считаю, что это хорошо, но редко, но не всегда. Важно выбирать цвет, потому что сам цвет несет энергетику и притягивает себе настроение окружающих людей, удачу. Вот я, допустим, верю в восточные гороскопы, когда говорят по знаку зодиака либо по дате рождения, какой цвет принесет удачу. Потому что я сам сталкивался, когда я одеваю этот цвет или несу с собой, он реально несет удачу. Потом я понимаю, допустим, вот черный, он нужен для того, чтобы сконцентрироваться в кадре и видно было бы крупный план. Так как я еще работал с телевидением и делал очень много проектов, я понимаю, как цвет важен для картинки. Мой вам совет – переходить на цвет. Я постараюсь по цвету можно вашему совету.
Зеленый цвет, человек, который носит Ой, желтый. нет, зеленый не люблю, красный не люблю. Вы знаете, как мне трудно Но вот я постараюсь внять вашему совету, но черный цвет я предпочитаю. Не знаю, наверное, уже хотя мне бы поздно, украшения. Смотрите, Джемали, Белла, мне хотя бы поздно украшения. перевоспитать. Хотя бы украшения. Вот если бы вы сделали бы не Даже черно-белое, украшение у меня черно-белое. Но я вот, золото. если бы вы сделали бы какое-нибудь украшение какого-нибудь другого цвета, это может быть голубой, это может быть какой-то Вот нежный любимый цвет розовый цвет, нашей э, слушательницы. это, по крайней мере, освежит вибрации и уберет, снивелирует сочетание черно-белого цвета, которое Вы знаете, несет у меня энергетику закрытости. Джемал, я боюсь вот, вот этими цветами. Вот даже боюсь бижутерию Как сделать я и другого сказал, цвета. Вот страх человек какой-то. боится, поэтому носит черно-белый. Комплекс. Наверное, комплекс. Джемал, скажите, пожалуйста, ваши планы на будущее. Мне так интересно, вот какие вы планы на 21 год, именно на ближайшее будущее. Что вы собираетесь Мы сделать живем в нового? то время, когда фраза «расскажи о своем будущем» рассмешит Бога. Бога. За тебя все Какой вы у меня решится, категоричный. за тебя все решится самостоятельно. Поэтому я всем советую Все равно жить у вас должен быть план. сегодняшним днем надо жить и ценить Да, каждый день. Все. да, потому что Планы такое время. будут тогда, когда реально будет другое время. Сейчас не то время, чтобы строить какие-то грандиозные планы и о них говорить. Это очень относительная история. И, кстати, я и как и вы, никогда не строю планы, знаете. Вот честно, я никогда не строю планы. Вот прошла мысль какая-то, идея, все, я делаю. Вперед, даже на месяц вперед я ничего не планирую. И, в общем, я вас сейчас очень, вы устали, я знаю, вы сегодня были, у вас много дел было. И напоследок, вот не могу не спросить ваш совет дизайнера, что мы будем носить в новом сезоне? Вот что непременно должна иметь в своем гардеробе, помимо платья, конечно, МД, девушка, или как, например, особо моего возраста и моей комплекции. Что должна иметь, но если в вашем гардеробе есть одно черное платье коротенькое, футляр, Вы это знаете, уже... я когда гардероб открываю, черно. Вот потом надо искать. Ну, что должно быть? Должен быть базовый гардероб. Базовый гардероб – это когда ты совмещаешь разные вещи, и при этом у тебя меняются образы, луки, и ты всегда выглядишь по-новому. Та же разная кофточка, она может быть определенного цвета, ты ее можешь с этими брюками, с этим, с юбкой, с платьем, поверх кардиганы. То есть, понимаете, что должно быть? Это должно быть базовый гардероб. Базовый гардероб – это когда правильно подобран стиль человека и цветовая гамма. И ты можешь сочетать это по-разному, и это будет всегда вкусно. Ну и, конечно, какая-то изюминка, потому что каждая женщина должна нести изюминку. Это может быть аксессуар, это может быть какое-то платье, для того, чтобы был бы повод куда-то его одеть. Какое счастье иметь такого сына, как вы. Вот советовал бы Ну, маме. вы сейчас типично пошли по кавказским Нет, манерам нет, у меня одна дочка. Белые эмоции держим в руках себе. Я, Будем я, более я, очень, сдержанны. я очень рада, вот вы прекрасный молодой человек, молодчина, Джемал. Джемал, большое спасибо за такой вот Вам спасибо. исчерпывающее Белла, интервью. отходим от черно-белого цвета, переходим на цвет. Ну, я постараюсь, я как только поменяю свой стиль, я вам сфотографируюсь, вышлю, посмотрим, как вы оцените. Но в моем возрасте, по-моему, трудно уже меняться, знаете, я не знаю. В любом возрасте можно поменяться. И Я как знаете, раз какой цвет еще люблю? Табачного цвета, да, одежду нашу, табачного и болотного, вот болотный цвет, вот этот темно-зеленый. Это не цвет, это болото. Зачем носить? Спасибо. Каждый кулик любит свое болото. Димал, нет, я вам очень благодарна. Обратите внимание, что это психология. Проанализируйте и подумайте, что можно сделать, чтобы быть более, как сказать, разнообразной. Разнообразие радует в этой ситуации, в которой мы живем. Если мы не будем себя баловать разными цветами, интересной игрой, легким флиртом, даже в вещах, то чему радоваться, когда все закрыто? Ну, знаете, что я вот иногда вот косыночку что-то завяжу для разнообразия, то она цветная такая, знаете, платье не мое. Я никогда в жизни не носила вот эти с цветочками платья. Может быть, я в горошек буду, но цветочками я не могу. Но это проблема многих женщин, это закомплексованных, упитанных, знаете.
Это, они, наверное, Скажу, складывают, почему мне нравится Америка. Там нет комплексов. там нет комплексов, да, там нет никаких комплексов. Ну, в общем, Джемал, что сказать, очень исчерпывающее интервью. Хочется пожелать вот такому жизнерадостному, поистине талантливому дизайнеру творить, изобретать новые коллекции, которые будут нас радовать, вдохновлять ценителей моды стиля. Конечно же, желаю вам простого человеческого счастья, Спасибо. много радостных дней, крепкого здоровья. И будем рады видеть вас снова у нас в гостях, Джемал. Я хочу пожелать всем телезрителям здоровья, уверенности в себе и понимайте, что мир безграничен, и главное ваш посыл в этому миру. Тогда все получится. Надеюсь, спасибо. С наступающим Новым годом вас! Спасибо, с наступающим. Спасибо огромное, спасибо за интервью. Дорогие друзья, сегодняшняя наша передача подошла к концу. Передачу вела Белла с Турки. Спасибо нашему редактору, который обеспечил технически нашу передачу. Это Баруф Асланов. Я прощаюсь с вами, желаю вам всего доброго и до новых встреч в эфире видеоблога Риат Хаза.